На сцене Юго-Осетинского госдрамтеатра успешно воплощена пророческая миссия гоголевского ревизора на осетинском языке. Те же нетленные глубокие смыслы, заложенные в трагическую сатиру великого русского писателя, несколько переложенные по режиссерской задумке на современную реальность, но уже с присущим национальной сценической школе особым шармом и притягательностью. В переводе Федора Харебова герои гоголевской комедии заговорили на осетинском языке, сохранив при этом совершенно искреннюю мелодичность фабулы оригинального произведения. Но и это не самое главное, чем спектакль примечателен и прогрессивен. Интерактивный формат, нововведение постановщика спектакля Романа Габрия, известного своими неординарными постановками и искренне любимого юго-осетинскими театралами. Зрители по задумке режиссера механически вовлечены в центр событий, став непосредственными соучастниками сюжетной канвы спектакля, смешной и грустной одновременно. Таким образом создан эффект присутствия и погруженности зрителя в атмосферу действия. Действие комедии по задумке режиссера развернуто в трех временных отрезках – 19, 20 и 21 столетия соответственно, что в большей степени оправдано неприходящей актуальностью пьесы, написанной 2 столетия назад. Комедия Гоголя на юго-осетинской сцене, как зеркало с повышенной детализацией, сумела беспощадно отразить присущие человечеству пороки. И это хоть раз, но обязательно следует увидеть, чтобы посмеяться от души, призадуматься, да и просто сохранить в памяти этот удивительно тонкий эстетический шлейф от задумки и воплощения спектакля. О май гад! Белиссимо. Батрас Кумарита в роли Ивана Хлестакова, Сослан Бибилов в роли Городничего и практически весь золотой состав современной театральной школы Южной Осетии сумели воплотить на национальной сцене задумку режиссера, в который раз лихвой окупив любовь и признательность преданного зрителя. Это такой опыт колоссальный для нас и для самого режиссера тоже. Я так поняла по его словам, что для него это тоже такая, как бы в своем роде первая такая сложная работа. Даже не то чтобы сложная, а вот такой эксперимент, что зрители на сцене, мы на сцене, артисты. И, словом я могу сказать, что это очень нужный опыт, и я думаю, это что-то новое, и я думаю, это в ногу со временем, и что очень многие театры так работают, и я рада и счастлива, что нашему зрителю посчастливилось именно побывать в такой атмосфере с артистами. Для самого режиссера Романа Габрия постановка «Ревизор» вторая на юго-осетинской сцене. Коста, его первая постановка, продолжает покорять сердца театралов не только Южной Осетии, но и других стран в рамках гастрольных туров труппы театра имени Коста Хитагурова. По словам Габрия, мировая школа режиссуры сегодня стихийно задает тенденции в современных направлениях, меняя структуру, интонации и форму подачи, что и было применено в постановке «Ревизор». У меня давняя дружба с коллективом театра, и мне хотелось что-то предложить им новое, чтобы и мне по-новому с ними поработать, и чтобы ребята попробовали что-то, какую-то форму существования незнакомую. Вот. И мне пришла в голову вот эта идея посадить зрителей на сцену, и чтобы артисты в шаге от них сыграли комедию. То есть мне было важно, чтобы этот жанр был комедией. Было и легко, и трудно. Как творчество, оно много граней имеет. В общем, была работа. Сегодня первый раз играют ребята, только зритель пришел и вызревать спектакль начинает. Наверное, нужно раза 3, 4, 5 его сыграть, и придет вот эта легкость, свобода, какая-то импровизационность существования, которую я хотел бы. Она придет сама, там уже все заложено.
Спектакль завершен. Корифеи и восходящие звезды Национального театра успешно отыграли грандиозную премьеру, но зритель продолжал стоять. Именно так, стоя и бурными овациями, отмечая свою признательность за доброе, разумное, вечное, успешно посеянное уже второй раз режиссером Габрия. Формат очень интересный, первый раз вот на таком представлении. Интересно, необычно. Больше впечатлений, потому что актеры близко, рядом, и ты видишь вполне их эмоции, действия, лица. Сама эта атмосфера, когда ты сидишь на сцене, и актеры прямо перед тобой, они наводят и смущение, и такое чувство неловкости, и в то же время это очень экспериментально, очень интересно, необычно. И, наверное, за счет вот этих чувств, шока, там каких-то, возможно, таких неловких моментов, чувствуешь себя очень необычно. Мне было очень весело, и актеры молодцы, они сыграли вообще выше всех похвал, и я очень благодарна, что они нам представили такую классную комедию. И спасибо режиссеру и актерам. Глубина мыслей, необычные сценические решения, спецэффекты и музыкальные сопровождения. Одним словом, задумка удалась и возымела нужное действие. Репертуар театра пополнился еще одним бессмертным сценическим продуктом, который еще не раз соберет полные залы и не только Южной Осетии. Георгий Плиев, Стелла Бязрова, Рауль Кочиев, Лалик Одоева. Информационный выпуск сегодня.